На сегодня мы прирастаем, но уже в меньшей степени, то есть 21%, но это примерно 1,2 раза. Да? На плато по заболеваемости коронавирусом мы еще не вышли и маски по-прежнему не снимаем. Рано пока говорить о новых послаблениях в антиковидных мерах, сообщает Любовь Авдонина. У большинства заболевших выявлен штамм омикрон, это 87% случаев. И если в начале своего появления вирус жители переносили легко, сейчас снова наплыв тяжелых пациентов. У нас и отделение реанимации сейчас, ну не сказать бы, что забиты, но у нас в отделениях реанимации довольно серьезное количество пациентов. И пациентов тяжелых, которые в реанимации не лежат, тоже довольно много. Мы в связи с этим просим население бдительность не снижать свою. В больницах лежат люди среднего возраста и много беременных. В стационарах от коронавируса сейчас 122 будущие мамы, 402 лечатся от ковида на дому. Чтобы контролировать их состояние и не упустить момент, когда нужно сменить тактику или направить женщину в больницу, в Казани запустили проект «Связь». В марте заработает одноименное мобильное приложение. 16 женских консультаций уже внедрены в систему. Плавно они вводят туда беременных женщин, которые непосредственно при наличии мобильных устройств, они передают туда свои показания, как они себя чувствуют, заполняют небольшой анамнез, который показывает наличие температуры, наличие заболевших с признаками ОРВИ членов семьи. Важный вопрос, который сейчас на повестке в Минздраве – возможный приезд вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Как заявили журналистам, система здравоохранения готова. За каждым санаторием, где они будут размещены, закреплена определенная поликлиника. У каждого, кто прибывает в день прибытия, возьмут экспресс-тест на ковид, а экстренную медицинскую помощь будут оказывать независимо от наличия российского паспорта или медицинского полиса. Экстренную неотложную помощь мы оказываем в любом случае без каких-либо вопросов, вне зависимости от того, там, паспорт, полис и так далее, нас это не интересует вообще. Плановая же помощь, там и миграционная служба очень четко проработала алгоритмы оказания помощи в части оформления необходимых бумаг. Страховые компании готовы в самое короткое время выдать полис. Если будет желание этих граждан привиться, то, безусловно, и выездные бригады будут на место выезжать, и вакцинация будет проводиться. Но и сейчас нас, конечно же, тоже будет больше интересовать не вакцинация против новой коронавирусной инфекции, а против других инфекций, поскольку все-таки ситуация по коре не совсем благополучная на Украине. И по полиомиелиту, это детки, и по дифтерии. Тем временем вакцинация от коронавируса в Татарстане продолжается. Первый компонент на сегодня сделали более 80% жителей. Беспокойство вызывает ревакцинация. На повторную прививку пришел лишь каждый третий. Юлия Гоглева, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.